4 пансионатами на побережье Иссык-Куля, занимающие общую площадь 80 гектаров, до 2016 года владела Республика Узбекистан. 4 апреля этого же года распоряжением тогдашнего премьер-министра Темира Сареева они были переведены в собственность нашей страны. Но узбекская сторона не согласилась с этим, и уже через год был подготовлен проект соглашения о возврате пансионатов, но на новых условиях. Тогда предлагалось, что здания пансионатов будут принадлежать соседней республике, а земля – Кыргызстану. Мы провели несколько совещаний, с экспертами посидели, с международниками, с МИДом, со всеми структурами, силовыми структурами, правоохранительными органами. То есть все обсудили, и когда увидели, что правда на нашей стороне, я не мог не подписать такое постановление. Хотя были скептики, говорили, что это может привести к обострению ситуации, что Узбекистан может принять ответные меры, они могут подать в суд, но так как закон на нашей стороне, если бы я не подписал бы, я не был бы Сареевым, наверное. Стороны так и не смогли достичь договоренности, и Узбекистан обратился в международный арбитраж, который пришел к решению, что рассмотрение иска входит в его юрисдикцию. На сегодняшний день является собственностью Кыргызской республики. Данные пансионаты были переданы в государственную собственность по распоряжению правительства в 2016 году. Вот. На сегодняшний день данный спор проходит в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров. В данном центре мы не являемся членом-участником. То есть на сегодняшний день наша позиция, что юрисдикция данного центра не распространяется на наше государство. Последний спор по этим объектам между соседями разгорелся из-за намерения Кыргызстана отдать их частным инвесторам. Такое решение было принято из-за плачевного состояния пансионатов. Согласно планам Фонда по управлению государственным имуществом, 3 пансионата передадут частникам, но при этом они останутся в собственности государства. Узбекская сторона против продажи зон отдыха. Эта собственность принадлежит нашему государству. Даже когда Узбекистан управлял этими пансионатами, они не принадлежали им, а являлись частными объектами. Нам необходимо привлекать инвесторов, состояние их запущенное. Но окончательного решения о передаче пансионатов в частные руки пока нет. И что приниматься оно будет после согласования с Министерством экономики КР. Еще в прошлом году арбитражный суд вынес решение в пользу узбекских организаций, собственников. Однако эксперты считают такой протест со стороны узбекистанских компаний необоснованным. Правительству Кыргызстана необходимо цивильно урегулировать вопрос с соседней республикой. Впереди международное разбирательство, а теперь все зависит от нас. Создать нужно открытое акционерное общество, которое возьмут в свои руки пансионаты. Пускай даже если будут привлечены иностранные инвесторы, даже с самого Узбекистана. Главное, что территория остается во владении правительства Кыргызской республики. Передача пансионатов в частные руки – правильное решение, считают и другие. Поэтому будет правильно отдать объекты на 5-10 лет, оставляя право собственности за собой. Для этого создана законодательная база. Можно провести переговоры, отдать в долгосрочную аренду заключение инвестиционного соглашения. В инвестиционном соглашении четко обозначит, что это наша собственность, что мы даем им в аренду, что они будут работать по нашему законодательству, что они будут платить все налоги. Но самое главное, что они привлекут инвестиции и поднимут качество, уровень этих пансионатов до 4-5 звезд. И, пожалуйста, это будет очень удобно. Мы же и так хотим, чтобы на наш Иссык-Куль приезжали наши соседние республики. Еще несколько других объектов на Иссык-Куле считаются спорными. Есть пансионаты, принадлежащие Казахстану. Правительство вместо того, чтобы изучать юридическую сторону вопросов, сидит и надеется на переговоры с соседями, разводят руками эксперты. Элиза Балбакова, Эрмик Раимбеков, Нью ТВ.